Je suis Naurbek Chokuyev, directeur de l'association Vivre. Nous avons réalisé le film Agissons pour notre environnement. Dans ce film, nous voulons mettre en lumière l'importance de l'environnement dans lequel nous vivons. Nous vivons à une époque où les enjeux environnementaux sont plus pressants que jamais. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мир вам и милость Аллаха. Добро пожаловать на очередной подкаст. У нас сегодня в гостях человек, который живет, работает во Франции, изредка приезжает домой. Хочу вам регалии его некоторые прочитать. Чокуев Наурбек, директор известной ассоциации под названием «Жить», которая базируется во Франции. Социальный работник с 2019 года. Также он 17 лет преподает французский язык. И, внимание, этот человек написал книгу на французском языке и сам является преподавателем французского языка для русскоязычных. Про это мы еще подробно ему зададим несколько вопросов. И он в социальном, также культурном центре, как называется, Лигале, для русскоговорящих, он преподает французский язык. Наурбек Хомар Шуа. Да, Машагев. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху. Наурбек, давай начнем с того, что ты расскажешь про свои студенческие годы. Давай вот такое вступление сделаем. Хорошо. Амад, спасибо за приглашение, возможность высказаться перед зрителями. И про студенческие годы. Я родился в Грозном, проучился в 10-й школе, где практически в русской школе, скажем так. Закончил ее отлично. После этой школы я ушел в армию, хотя я прошел конкурс и в МГУ на журналистику и так далее. Учился в комсомольском племени тоже на корреспондента, но какие-то базовые данные были. После возвращения из армии через 2 года я поступил в наш Чечено-Ингушский государственный университет. Это было по телемонитору, очень строго. И я прошел группу отличников. Было всего 77 человек. 70 девочек и 70 мальчиков. Ой, 7 мальчиков. То есть 7 мальчиков. Ну вот 7 мальчиков, которые из них, с кем я учился, это Муслим Хучиев, известный, видный деятель нашей республики. Мы вот, так сказать, за одним столом, 3 в одной группе оказались на 1-м курсе. На 2-м курсе он уехал в Москву. Я продолжил учиться в нашем университете. 5 лет проучился. Вот, за время нашей учебы тоже были у нас друзья, общие друзья, как Умаров Джамбулат, Айса Хаджимурадо и другие видные деятели, да, которые вместе это время, когда все эти люди учились вместе в эти годы. Вот, что могу сказать? Закончил хорошо, выступил на нескольких конференциях научных, написал несколько работ, был опубликован в нескольких странах, на научных конференциях выступал. Мы организовали студенческое общество, в том числе, где был и Умаров Джамбулат, и другие. Ну вот, ну и как все вот так студенческие годы, после окончания университета мне предложили работу научного сотрудника. Это в Москве? Это нет, это в Чечне. В Чечне. Да. Но я вижу, Наурбек, у тебя была активная жизнь, ты принимал активную жизнь в плане того, что в научных конференциях работал, написал уже несколько работ, которые стали известны, да, и за границей. Путь становления твоего как учителя французского языка, если начать. Вот расскажи, пожалуйста, как ты пришел к этому? Почему именно французский язык? Это из-за того, что ты уехал во Францию, поэтому ты выбрал это так, как тебе пришлось его учить-то, потому что там надо жить, знать, если ты проживаешь. Вот. Ну и прежде чем на этот вопрос ответить, давай обозначим вот твой путь беженца. Вот военные годы мы с тобой знаем, да, у нас была война, 2 кампании. В каком году вообще ты принял решение уехать? И именно почему ты выбрал Францию? Я, правда, все время учился. Чем бы ни занимался, для меня учеба, образование это было главным. И первое, моя научная деятельность, вот как научного сотрудника, как бы без отрыва от производства,
я был зачислен соискателем научной степени кандидата исторических наук в Академии наук Российской Федерации, Институте этнологии и антропологии. И я выступал, последняя у меня тема «Ислам и образ жизни у чеченцев». Вот в этом же институте я выступал на конференции научной. В то время, в 1993 году, практически об этом никто не говорил, об исламе. И написал свободную научную работу, дипломную работу, языковые средства выражения, этических норм у чеченцев. Вот. Ну, эти темы как были взаимосвязаны. Для меня всегда вот эти традиции, наши обычаи, они как бы главной составляющей являлись моей работы. Но так получилось, что я не смог защитить ни диссертацию вследствие вот этих трагических событий, происшедших в нашей республике. И у меня не было возможности, и у меня уже 2 детей было. И так получилось, что мне пришлось уехать. И уезжая, я, в принципе, не владел, кроме 2 слов, «merci beaucoup», я не владел французским языком, но знал немецкий уже язык. Я даже вместо учительницы в строгой школе преподавал в течение месяца немецкий язык. И немецкий язык, у меня было первое место сочинения в республике тоже. Я думаю, вот эти как бы мои навыки, склонности к языкам, то есть немецкий язык, русский язык, как бы все-таки предопределили в каком-то смысле. Но есть еще другая главная составляющая, что мой отец был учителем арабского языка. И к нему приезжали сотрудники, научные сотрудники Института Востоковедения, дали ему грамоту, что он в совершенстве владеет арабским языком. Это человек, который в совершенстве понимал арабский язык и преподавал тоже в медресе, он был учителем и знал другие языки, казахский, знал русский хорошо, китайский язык хорошо, они на границе с Китаем жили вот, во время ссылки. Мой дед преподавал, мой прадед вообще положил всю свою жизнь на образование, религиозное образование. 25 лет он учился, он был эулия. Мы родом из Хайбаха, из Нашхоя, он там похоронен. Это человек, Хамдулла Чакую, который вот это предназначение, можно сказать, нашего последующего потомка, вот в этом смысле, то есть его сын, и в конце концов, я не думаю, что только знание, только университет как бы предопределили, это генетически, видимо, выложило. По стопам пошел. По стопам, да. Ну и когда я приехал, то есть я попал, как ни странно, в Париж, а не в Германию. Вот интересно, вот я хотел спросить, так как это формат подкаста, я буду иногда срывать разговор. Даурбек, смотри, помог ли тебе немецкий язык? Вообще вопрос такой. Знал ли ты в то время английский язык вообще? Владел ты? Да, я уже... Ну, я никогда не говорю, что я знаю, владею. Ну да, у меня... В тот момент, я имею в виду. Да, у меня был вопрос, помог ли тебе немецкий в переезде там, да? Изъяснялся ли ты на немецком? Конечно. Я помогал людям на немецком, социальными работниками меня вызывали. На английском я помогал устраивать детей, которые вообще практически не брали в образовательные учреждения, да, их устроил на английском. Ну и потихоньку. И что я сделал? В первую же ночь, как я говорю в том фильме об интеграции, в первую же ночь начал заниматься французским языком. В 12 часов ночи. Уложил детей, все, и начал заниматься французским языком. Я понял, что надо изучать фундаментальный язык этой страны, принимающей страны, и он необходим. И вот так я начал неустанно, беспрерывно заниматься французским языком. Ну, Рубек, тогда следующий вопрос. Как ты сказал, как ни странно, не Германия, а Париж. Вот почему не Германия, а Париж? Ну, так сложились обстоятельства, что я ехал в Германию, меня встретили в Париже. В Париже. Ну, если бы я был в Германии, то есть als meine Muttersprache, как мой родной язык.
А здесь оказалось, что мне нужно было все заново начинать. Но я не сдался. Я не люблю сдаваться. Но ты и показал своими достижениями, что с первых дней ты сам говоришь, вот твоя целеустремленность, твой труд, он все-таки, Аллах Всевышний тебя вознаградил тем, что ты был целеустремленным, и ты показал, что ты собираешься серьезно заняться языком настолько, что ты даже написал книгу, как преподавать, да, французский язык на французском языке. Первое, что я хочу также, чтобы наши зрители услышали, с какими проблемами в первую очередь ты столкнулся, когда оказался в Париже? Вот я четко запомнил, я когда подошел к принимающей нас организации, там вот собака вела каким-то образом, ну, я хотел убрать ее оттуда, вот эту собаку, и меня предупредил сопровождающий меня чеченец, нельзя вот буквально, но я даже не собирался ее трогать, но вот типа аккуратно. Я понял, что ну, как бы собака имеет очень большое значение. То есть животное в этой стране это тоже очень хорошо. Ко всему так относиться хорошо. И первая проблема это незнание языка для других. Но я-то французского не знал, но у меня был английский, и я мог изъясняться. То, что я встретил в этой стране, меня, конечно, удивило. Я жил в той стране, где весь уклад как бы одинаковый, одни и те же люди, с утра до вечера, ты занимаешься своим делом и так далее, и так далее. И, исключая войну, конечно. И вдруг ты приезжаешь в страну, где многообразие культур и разные языки, и ты понимаешь, что тебе нужно интегрироваться в эту реальность. Это было трудно, и при всем этом я понимал подсознательно, что я не должен потерять себя. Вот этот перелом был у меня такой. То есть для человека размышляющего это важно. Да, конечно, я согласен. Но вот я слышал от нашего с тобой общего знакомого, что ты вот после того, как обустроился во Франции, я, конечно, забегаю вперед, но мы еще вернемся, вот ты нашим землякам, чеченцам помогал обустроиться во Франции, что им нужно сделать, так как ты уже думаешь, как ты говорил, да, на французском языке, изъясняешься свободно, и ты оказывал им помощь. Я хочу в первую очередь поблагодарить тебя за это, да воздаст тебе Всевышний Аллах благом. Бывает, знаешь, бывают люди, например, те, которые лишь бы меня не трогали, я вот приехал, я хочу жить, отделившись от родины, и все, моя работа, моя квартира, мой дом. Ребята, извините, я приехал от вас, уехал и так далее. Вот закрылся человек. А бывают люди такие, как ты, которые говорят, я готов вам помочь. Вы мои земляки, я люблю свою родину, да, я знаю, откуда я, и знаю, какие у меня корни и так далее. Да, вот расскажи, для тех людей, которые, вот то, что мы с тобой собрались здесь, да, я думаю, что будет большая польза для тех людей, которые, да, иммиграция, например, назовем ее так, что люди уезжают, они имеют право уехать, тот, кто хочет, уезжает во Францию, кто-то в Англию, кто-то в Италию там, и так далее, за границу. В общем, вот расскажи, какие могут быть проблемы, чтобы ты посоветовал приезжим в первые дни, что им нужно сделать? В преддверии вот этого объяснения я вначале скажу, что у меня даже не было выбора. Когда я приехал в Париж, я там прожил 5 месяцев, соседи разных национальностей меня уже просили помогать на английском, на немецком. Ну, естественно, хороший базовый русский, он тоже помогает качественно совершить административный демарш. И мне приходилось это делать. То есть выбора не было, я как бы втянулся в эту социальную работу. Хотя со всеми языками, которые я изучал, любой человек, мне кажется, в мире может сделать хорошую карьеру. Меня вот эта работа с этими людьми, она меня вот с момента моего въезда, она меня затянула. Люди ко мне обращались беспрерывно, потому что много людей, тем более в 2002 году, в 2003, 2004, потихоньку люди начали приезжать во Францию, в разные страны, вот, и у них были большие проблемы. И нужно насчет бумаг объяснить, жилье и так далее, социальные проблемы, выплаты, учеба, дети, больницы. Это очень много было проблем. Ну, вот так получилось, что у меня выбора никакого не было. Люди ко мне обращались постоянно.
И те, которые рядом жили, те, которые меня узнавали, и вот на немецком, на английском, вот, и вот эти административные демарши, мы так говорим, и решали вот эти наши хозяйственные вопросы административные. И как я сказал, что, конечно, каждый человек хочет чего-то добиться. Когда бывает молодости, добиться какой-то карьеры, чего-то профессионально реализоваться и так далее. У меня очень сильно это желание было. Но так как получилось, что меня буквально затянули в вот эту социальную сферу, вот эту социальную жизнь, эти люди, и мне приходилось постоянно помогать этим людям, кроме вот своих проблем. Ну, я прожил где-то 5 месяцев в Париже, потом переехал в маленький город, там то же самое и так далее, и так далее. И уже в Страсбурге я с 2007 года, и там город уже, конечно, в городе я стал жить, обосновался, стало больше людей узнавать. И с того времени ко мне обращение было, очень много людей обращались. Вот. И в 2017 году я тогда решил создать ассоциацию вот на благо, как говорится, русскоязычных людей, потому что это не только чеченцы были, это люди разной национальности, то есть русскоязычные люди. Всем я помогал. И так вот совет выбрал меня директором. В 2019 году, видя мои усилия, представитель префекта, мадам Репель, помогла мне получить первый контракт на 3 года как в качестве социального работника. Этот контракт был продолжен следующим представителем тоже на 3 года. И вот сейчас у меня 3-й контракт на 3 года, и ассоциация уже пожизненный контракт. Вот. И я совершил более 10 тысяч демаршей на благо людей бесплатно. 10 тысяч демарш. То есть Давай мы для зрителей объясним, что такое, опять же, демарш, чтобы люди понимали. административный демарш — это когда ты либо перевел, пошел куда-то перевел, либо что-то написал письмо, либо решил какую-то проблему. То есть это административный демарш. То есть административный демарш предполагает, что это добиться результата. Если я так считаю, если я куда-то иду, я должен добиться результата. Я всегда стараюсь работать на результат, а не только переводить. Переводить это легко, а вот нужен результат. Поэтому 10 тысяч демарш. более 10 тысяч демаршей за 24 года почти бесплатно я совершил для людей. Маша Аллах. Да воздаст Аллах благом, это действительно большая работа. Наурбек, в Страсбурге вот ты известный человек, тебя там люди знают, к тебе обращаются. У нас, вот, ты чеченец, у нас нету такой известности. Дело в том, что вот мой канал, именно Нохчи Фильмс, да, мне больше нравится делать именно интервью с людьми, которые известны где-то, да, они делают работу, или малоизвестные, но делают огромную работу. Но в данном случае ты известен уже, да, в Страсбурге, а здесь неизвестен, не так известен, как там. И, соответственно, мне нравится вот делать, да, людьми, там, чтобы зрителям показать, делать известными те людей, которые в других местах известны или малоизвестны. Мой вопрос следующий будет в том, что уважаемые братья и сестры, в действительности человек, который 17 лет уже преподает французский язык, написал книгу, он сейчас покажет ее, книгу сам написал на французском и на русском, чтобы, да, объяснить и преподавать для русскоязычных, опять же, это не только чеченцы, чтобы вы знали, разные нации. В общем, сделал ассоциацию, является директором ассоциации. Но, ребят, вот эта книга, я знаю, что основной успех у тебя пришел вот через эту книгу. Вот скажи, пожалуйста, как тебе пришла эта идея написать эту книгу? И сколько времени ты потратил на написание этой книги? Я как сказал, что когда я заехал во Францию, с первой же ночи начал изучать французский язык. Тогда не было интернетов, не было ничего. У меня был большой словарь, 810 страниц. Я его полностью пережил. И я что делал? Я каждый день писал минимум по одной странице, сам не понимая того, что я пишу. То есть я ознакомился со словами. Потом я их признавал. То есть вот такой метод был. Вот. Потихоньку я стал усваивать язык. Мне предложили в 2004 году преподавать в одной из французских ассоциаций французский язык. Я 8 месяцев преподавал. Я говорю, я же не знаю языка вообще, как могу преподавать. Ну вы же филолог, вы преподаватель. Я решился, и в принципе это тоже меня подтолкнуло к этой преподавательской деятельности. Дело в том, что
профессор тунизиец тоже, как мы, в таком же положении, не мог последовательно преподавать французский язык. Он брал какую-то тему на французском языке, и люди не понимали. Я объяснял на русском языке, что такое артикли, что такое существительное, прилагательное, связывал потихоньку, и они начали понимать. 8 преподавателей было в этой ассоциации, но директор этой ассоциации не хотел меня отпускать, это в 2004. И я там преподавал. Потом я отправился в Дижон, в университет учиться, вынужден был уехать. Вот. И точка отсчета моего преподавания, я считаю, только 2009 год. 2009. Почему? Потому что я начал уже основательно в разных городах, основательно, имея уже свою какую-то определенную методику, преподавать французский. Ну, потихоньку я понимал, что те русскоязычные авторы, я их не критикую, конечно, но которые попадались мне на руки, изложение материалов не было последовательным. Все было изложено по-черному, и ясно, просто невозможно было такой сложный французский язык понять. И я решился в 2015 году на написание этой книги. Никакого коммерческого преследования, коммерческого эффекта не было тогда заложено вообще. Вот. 6 лет я писал эту книгу, конечно, не каждый день, но потихоньку выверяя свою методику, преподавая своим ученикам, а их более 1000 я выпустил в социально-культурном центре и в других структурах. И так у меня сложилась вот эта методика, то есть сам ученик мне помогал вырабатывать эту методику, сам того не понимая. Я входил в их состояние, в их положение, я видел, насколько им трудно усвоить тяжелый язык французский. Вот. И вот эту методику по порядку, структурно, от А до З я постарался в своей книге выложить. На это ушло 6 лет. После написания книги, конечно, контроль был со стороны профессора с 30-летним стажем, с 30-летним стажем преподавателя французского языка. Графист-дизайнер тоже работал над этой книгой. Вот, книга была сделана очень основательно, очень много сил. Вся она цветная, состоит из 5 частей, 464 страницы. Приехал я домой сюда, потому что было бы очень дорого, и к тому же мне хотелось дома ее опубликовать. Я приехал домой, здесь в Грозненском рабочем, вот, на самой высококачественной бумаге мелованной, под большим контролем мы сделали эту книгу, которую не было стыдно показать, и которая была признана региональными структурами, и которая теперь по всей Франции, Швейцарии, Бельгии распространяется. После этого власти, префект, заместитель префекта, мэр города, все меня знают по имени, со мной встречаются, то есть оказывают высокое уважение во всей той проделанной работе с русскоязычными людьми. То есть была написана книга, создан был класс, были выпущены ученики, которые могли интегрироваться, в том числе и с помощью этой книги. Баракалла, Наурбек, давай мы ее покажем вот в камеру. Действительно, без преувеличения, очень качественная бумага, прямо. И посмотрите работу еще. Все расписано, все красиво оформлено, все очень четко. Действительно проделана большая работа. Там 5 частей, и каждая часть разным цветом идет. Разным цветом. Да, вот здесь даже вот видно, машаллах. В общем, вот такая книга, про нее еще мы поговорим, конечно. Сразу переходя даже, вот, Наурбек, ты знаешь английский, немецкий, русский язык, французский. И вот ты чеченец, которому вот нету аналогов, да, того, что ты сделал. Ты написал книгу на французском языке и преподаешь эту книгу на родине этой же страны, то есть этого языка. И вот скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что заняло 6 лет. Вот через эту книгу ты получил признание. В общем, сейчас, на данный момент в Страсбурге, да, ассоциация, сколько человек сейчас обучается? Вообще обучаются ли сейчас люди там у тебя в школе? Да. У меня обучается больше 20 человек записано. Я должен через 2 дня улететь
И буду продолжать преподавать. Я с краткосрочным отпуском здесь нахожусь. И я постоянно преподаю, выпускаю курсы, потом следующие и так далее, и так далее. Люди могут пользоваться. То есть эти курсы меняются, новые приходят. И вот так я постоянно преподаю. Можем ли мы оставить контакты, которые, например, во Франции наши люди, да, увидят там, посмотрим, например, у меня живут родственники во Франции, давным-давно уехали тоже, вот они увидят, посмотрели, нам бы хотелось тоже иногда, хотя они владеют французским, но все равно вдруг там уезжие и так далее, оставить контакты твои, чтобы они с тобой связались. Те люди, которые хотят обучаться именно французскому языку. Если да, то мы прикрепим номер телефона или связь, как там почту, на которую вы можете написать Наурбеку насчет этих курсов, записаться, выйти с ним на связь. Наурбек, также еще один вопрос. Вот эта книга, вот, в данный момент во Франции, да, ты сказал, в Швейцарии и так далее, она известна. Вот в Чечне сможет ли человек в свободном доступе купить ее? Будет ли она продаваться или продается уже? Есть ли какие-то продвижения насчет этого темы? Насчет вот продвижения, у меня сын программист. Я хотя сам свою книгу очень слабо продвигаю. И он как-то мне сказал, нужно создать сайт для продвижения этой книги, чтобы люди могли пользоваться, изучать этот язык. Ты вначале меня спросил, какая самая главная проблема, людей, которые приезжают, главная проблема, что незнание языка. Это уже ты ограничиваешь себя в своих правах и обязанностях. То есть, чем больше ты их открываешь, чем больше знаешь язык, тем больше ты их открываешь. Поэтому знание французского языка это является фундаментальным условием пребывания в той стране, где вы находитесь. Поэтому книга это позволит. И они решили создать этот сайт, 2 сына. И этот сайт уже готов. И я могу оставить ссылку на этот сайт. Кроме того, Инстаграм, который я очень слабо, конечно, веду, но веду. Там тоже насчет преподавания, административных встреч, некоторые мои выкладки филологические и так далее. Есть некоторые материалы. Что еще могу добавить? Да, вот такие контакты мы можем оставить. Вот так мы сейчас стараемся ее как бы продвинуть после 4-5 лет издания. Наурбек, следующий вопрос. Если я правильно понял, люди смогут зайти на этот сайт, заказать эту книгу, купить эту книгу, либо записаться на курсы. Также меня интересует, а есть вообще база, но онлайн, чтобы обучение было? Вот человек захотел дома обучаться у себя. Пока нет. Пока нет. Но будет. Потому что у меня очень много работы. Очень много работы. И как социального работника, и как директора ассоциации, и как преподавателя. Кроме того, я преподаю еще дома на французском, и английский, и французский языки для детей, и различных возрастных категорий. Поэтому время очень ограничено. Меня очень многие просят в онлайне преподавать, но, к сожалению, вот так. Я надеюсь, что со временем у нас будет такая возможность, и на сайте мы тоже оставили такое окошко. Значит, уважаемые зрители, братья и сестры, вы сможете под прикрепленным комментарием под нашим видео найти контакты, социальные сети, тот же сайт, посетить, узнать для себя информацию, выйти на связь и созвониться или написать Наурбеку или его сыновьям, тем людям, которые работают над этим. Вот, Наурбек, насколько сильно повлияла вообще чужая культура страны, в которой ты приехал, да, в которой ты живешь? Я знаю, что ты любишь свою родину, что ты говорил несколько раз, что ты патриот родины, вот, и что вот ее историю. Это даже показывает, то, что сюда приехал, да, и захотел здесь запустить эту книгу, и что ты приезжаешь. Вот, насколько на тебя повлияла вот, чужая культура? И вообще, знаешь, для меня интересно, когда человек говорит, я думаю на французском языке, или я думаю на английском языке. Вот это понятное дело, человек, да, все время. Представляешь, надо уложить жизнь для этого. Да. Каково это бывает? Вот, ты знаешь чеченский, ты знаешь русский, ты знаешь немецкий, ты знаешь английский, ты знаешь французский. В основе своем ты говоришь на французском. Потому что, у меня все на французском. Все, вот. У тебя это автоматом произошло, имеется
имеется в виду, как ты переключился? Вот. Бывает же, ногчима тауайло, на русском я думаю, на французском. Вот как? Это методика. Я что делал? Я когда начал заниматься языком, долго, постоянно я писал, упорно я работал, очень упорно я работал. И я достиг определенного уровня понимания языка. Потом, когда я начал слушать новости, я не мог уловить. И меня это уже задевало. Я буквально в этот телевизор, я туда вот буквально проникал сюда вовнутрь, я слушал и слушал. Но одно, есть такое понятие слушать и слышать. Да. И вот когда я слушал, и постоянно слушал, и долго слушал, я начал слышать, я начал понимать. То есть думать на французском – это когда ты не переводишь. Потому что люди, которые приезжают, у них 4 этапа. Ему говорят, он переводит, он подготавливает фразу, переводит и говорит. Он теряет время, то есть речь уже утрачена. То есть он не успевает за скоростью. Вот это нить. Поэтому, когда ты понимаешь, о чем говорит, можно говорить на французском, но используя лексический метод. То есть этот метод, который, приди сюда, уйди туда, все выучил, понахватался. А есть грамматический уровень, есть грамотный уровень. Вот этот грамотный уровень, правильный язык, и тем более, когда ты можешь на высшем уровне среди достойных людей говорить, это вообще другой уровень. Поэтому я думаю, что после всей своей уложенной жизни для изучения французского языка, написания книги, преподавания, что у меня есть такое право сказать, что я думаю на нем. Удивительно было бы, если бы, да, по-другому. Как повлияла на тебя чужая культура? Вот, когда ты вот эта культура, значит, когда ты сказал, что патриот, я считаю, я с детства был патриотом. Я когда учился в школе, там всего 2-3 чеченца было в классе. Я всегда хотел быть первым. И мне недавно сказали, вот ты первым хотел, а что должны делать вторые якобы? Я говорю, они тоже хотеть должны. Это не значит, что я всегда первый, но вот это желание, вот эта тенденция, вот это стремление быть первым тебя как бы мотивировало и продвигало. Да? Поэтому в университете, в армии, в школе, где бы я ни был, я старал вот эта самоотдача. Я делал постоянно самоотдачу и старался добиваться. Я очень много трудился и сейчас тружусь. Поэтому, когда я приехал в другую страну, я видел эту чужую культуру, но я сказал, надо ее уважать, надо ее принять. Если ты не можешь принять чужую культуру, ты не сможешь выучить язык этой страны. Надо ее любить тоже. Но когда ты любишь чужую культуру и уважаешь, они этого понимают, они тебя уважают. Но при всем этом человек теряется. И самое тяжелое, когда человек теряется, когда он теряет себя, то есть свою идентичность. Я считаю, вот это самая главная проблема. И он начинает потихоньку, приобретая новую культуру, терять свою. Но если вы опытный человек, если вы патриот, если вы привязаны к своей культуре происхождения, а не к приемной культуре, тогда вы стараетесь сохранить то, что у вас было. И это очень важно. Если вы ее потеряете, дети, то поколение, которое после вас пойдет, оно тем более потеряет. А если к тому же вы начинаете менять свое имя, свою фамилию, здесь и речи не может быть. Поэтому нужно принимать культуру, даже, скажем, уже не чужой страны, а принимающей страны. И нужно изучать язык этой страны, это обязательное условие, иначе ты не сможешь интегрироваться. Если ты не сможешь интегрироваться, ты не сможешь увидеть красоту и разнообразие этой страны. Ты будешь постоянно критиковать. Ты будешь критиковать то, что было до тебя, свою культуру, ты будешь критиковать новую культуру. И ты останешься человеком, который забыл корни. Они так и говорят, дегасине, то есть потерявшие корни. Почему вот эта трагедия с людьми происходит, людей, иностранцев, проезжающих во Францию, вот их поведение связано с отсутствием их собственной культуры. Мне когда гражданство давали в 2007 году, нам так и сказали, обогащение, ваше знание, сохранение вашей культуры обогащает Францию. Да, обогащает, потому что это очень важно.
А многие понимают это неправильно и теряют эту культуру. Сегодня я всегда так говорил, что нужно уважать других. Когда ты уважаешь других, они тебя 10 раз больше уважают. Когда ты не уважаешь их, они 10 раз тебя не уважают. Ты получишь то, что ты сделал. И всю работу, которую я провожу во Франции, на интеграцию, вот это основная фишка, интеграция во французское общество, она идет через фундаментальный язык. Поэтому я написал эту книгу, чтобы они могли приобщиться через эту книгу, через изучение французского языка, через совершение ими самими же административных демаршей, чтобы потихоньку могли интегрироваться и получить эти права, увидеть богатство этой страны и привнести вот это богатство сюда тоже, в эту страну. То есть взаимное обогащение это называется. Поэтому ты как бы частично отказываешься от себя вроде бы и принимаешь другое. Но некоторые это неправильно воспринимают, думают, что нужно полностью отказаться. И уже они забывают, что они чеченцы, что они свои корни забывают, своих предков забывают. А это очень опасно. У меня 19 предков. Я родом из Хайбаха. В Хайбахе есть башня, на котором высечена имена моих предков. В Хайбахе похоронен мой прадед, который был Эвлиядой, Хамдулла Чакуев. И как я могу, уехав в чужую страну в связи с войной, и забыть свои корни? Поэтому однозначно я для себя решил, что этот вопрос для меня фундаментальный. Я буду возвращаться все время, я буду здесь. И 2 фильма я здесь реализовал. И книгу тоже здесь опубликовал. И национальные танцевальные костюмы тоже здесь заказал. То есть и местные власти об этом знают и уважают за это. Поэтому это взаимное обогащение, я считаю так. Когда ты правильно интегрируешься. Не каждый так поступает. Бывают люди, которые, да, на корне все, короче, завязывают, забывают свою историю и разрывают всякие связи. И я очень уважаю ценю людей, которые не забыли, кто они, не забывают про корни, хоть давно и уехали и так далее. Вот у меня недавно был как раз перед тобой, да, последний гость у меня перед тобой был Хасан Баиев, врач мира, который в Бостоне живет, в Америке тоже. И он рассказывает, что ни в коем случае я не даю забыть своим детям корни. Я говорю, английский вы и так знаете уже. Вы на улице с ним общаетесь на английском. Дома чеченский. Обучая чеченскому, рассказываю нашу историю, он говорит. И вот такие люди, действительно, вот, если бы вы успешные люди, и если вы успешные люди тоже будете вот так продвигать, да, я чеченец, я мусульманин, я чеченец, моя родина Чечня, возвращаться сюда, делиться с нами вашим опытом, это для нас ценно. Также вы показываете, что вы не потерялись вот в окружающей среде, да. Бывают люди, которые приезжают во Францию. Мы знаем с тобой, что во времена Саркози вообще огромное количество людей приезжали, да. Вот. Дают ли какие-нибудь привилегии беженцу, который приехал, да, и заявляет, типа, все, я с этого момента отказываюсь от своей родины, я хочу у вас получить политическое убежище, там, или просто стать беженцем, я теперь хочу быть французом, например. Если он заявление такое сделает, будет ли у него, например, да, вот так ты сказал, как французская власть говорит, оставайтесь, помните о своих корнях, это наоборот, разные культуры, традиции обогащает. Вот нужно ли чеченцу, например, да, или другой национальности приехать и заявить вот такое? Я думаю, что, во-первых, французское гражданство так легко не дадут. Но даже если его дадут по истечении какого-то времени или знания языка, или по заслугам там, профессиональным и так далее, то никто вам там не обеспечит такое достойное как бы место под солнцем, вот из-за того, что вы отказались. Вот. Все люди там равны, поэтому равенство, братство, свобода, равенство, братство, вот это девиз. И французское государство очень хорошо относится к людям, которых принимает и дает им жилье,
дает им ресурсы, вот, учит их языку, законам. Конечно, это уходит много времени, уходит по-разному для всех. Нам-то было полегче. Вот, я уже через 5 лет получил гражданство, когда депутат парламента продвинул мне гражданство, когда я видел, что я помогаю людям. То есть у каждого все это по-разному происходит. Но никто мне не укладывал дорогу, никто не укладывал, я добивался постоянно добивался. И я хочу сказать тем, кто приезжает во Францию, самое главное препятствие – это незнание языка. У этих людей нет филологических навыков. Да, большей части, вот, например, мои ученики, те, кто прожил уже 7, 8, 10, 11, 15, 18, даже 20 лет. Можешь представить? Они не знают после 20 лет нахождения на территории Франции французского языка. Но если кто-то знает его, применяет его на таком определенном бытовом уровне. Вот. И знание языка, это, как я сказал, это самое главное условие. Но признание чужой культуры не дает вам основания отказываться от своей. И я считаю, это не патриотично, а очень токсично, наоборот. Может, такое грубое слово, токсично именно. Потому что вы отказываетесь от своей жизни, предыдущей жизни, вы отрезаете дорогу своим детям, вот эти связи, то есть их тягу к родине, ну, как обычно мы и видим, что происходит. Вот, я 4 года назад привез своего младшего сына, у меня 3 сыновей и дочь. И сын. Привез, хотя он учился очень хорошо, отлично, в лицее у него была бы 2-я заслуженная стипендия. Я его сюда привез, вот, устроил, он учится, он интегрировался здесь, он стал настоящим чеченцем. Второй отучился, он родился в Париже, и я как бы не хотел как бы повлиять его неправильно на его судьбу, потому что он не смог бы за короткий срок выучить русский язык, и дал возможность ему доучиться там, и он получил образование программиста. И я его тоже привез. Вот в этом году он сейчас в республике. Я хочу, чтобы он тоже был полезен моему народу. Все, что я делаю, все, что я думаю, это связано с моим народом, с моей республикой. Поэтому многие очень легко уезжают, и очень тяжело будет вернуться. Но люди с моим положением, им вообще тяжело повернуться. Когда вы пускаете корни, когда вы социально, профессионально, вы признаны, вот, у вас зарплата, ваши дети учатся, вы завязаны везде. Очень тяжело вернуться. Вот у меня старший сын там. Сейчас вот последняя задача его тоже мне вернуть. И у меня контракт, правда, я буду им помогать, приезжать, уезжать. И я уложил последние 10 лет на того, чтобы семью свою вернуть. Тем, кто хочет уехать в другую страну, они должны понимать, с чем они могут столкнуться. Отсюда очень тяжело уехать, но еще тяжелее будет вернуться. Очень. Это нужно будет иметь очень много силы воли, очень много достоинства, патриотизма. Как часто этого не бывает. Вот. Как правило, показывает вот практика, что люди, они не могут вернуться. И те, которые вернувшиеся, они снова возвращаются обратно. Потому что они не могут интегрироваться ни социально, ни профессионально, ни персонально. Это работа над собой. Только сильный человек может и уехать там, интегрироваться, и приехать обратно, интегрироваться, тем более у себя на родине. Сила воли нужна. Сила воли, очень большая сила воли. Нужно быть, то есть, сильной личностью. Ты в своем разговоре сказал, что ты снял 2 фильма. Давай поговорим с тобой об этих 2 фильмах. Это «Окружающая среда», про окружающую среду, и «Интеграция чеченцев во Франции». Вот какую цель ты перед собой ставил, снимая вот такой фильм? Ну, наша ассоциация «Вивра» вот, занимается русскоязычными людьми. У нас открыты двери для всех.
для всех русскоязычных людей. Но большинство из них это чеченцы. Чеченцы очень пассионарны, то есть активны. Принимают участие во многих мероприятиях, очень отзывчивые, стараются навести порядок, оказать содействие, помощь другим людям. То есть это люди как бы в рамках нашей ассоциации, у меня несколько групп на WhatsApp, и дружинники, и вот французский язык, и спорт, и танцевальный, там, где наши обычаи, традиции учат. Мы создаем эти условия и создали вот такую платформу. Вся работа, которая была нами проделана вот в рамках этой ассоциации, это был как бы пример. Потому что мы работаем как структура, работает с местными властями, с административными структурами, с ассоциациями. То есть мы открыты. Не где-то в каком-то углу какая-то отдельная тема. У нас французский язык, то есть обширно как бы мы работаем в этом смысле. И на фоне, как обычно бывает, чеченцы у нас везде все виноваты, когда всегда крайние, хотя мы наводим порядок квартал, когда нас просят, и ведем себя нормально, и трудимся, и учимся. Чеченцы, я считаю, очень добросовестный, порядочный очень народ, сильный народ, уважают других и умеют заставлять уважать и себя. Вот. И некоторые вот медиа нас в последнее время стали там мусором заливать медийным своим. Вешают ярлыки, которые мы не заслужили. Да, всегда вот так бывает. Я давал неоднократно интервью разным известным изданиям, об этом говорил, о нашей работе говорил, вот встречались, вот показывали. И в конце концов вот решился на такой фильм, чтобы показать имидж, положительный имидж. Это первая задача. И показать, что нужно уважать ценности республики. То есть уважать страну, в которой вы живете. Где бы мы ни были, мы так должны делать. Будь то в России, в любой другой стране. Всегда надо уважать жителей тех мест, где мы находимся. Вот моя была цель. И мы показали с тем архивным материалом. Конечно, кинематографически, может быть, не так все получилось, потому что кроме меня, в принципе, никто не говорил. Но я говорил на французском, объяснял все это. Вся эта нагрузка была на нашу ассоциацию, те, кто не участвовал. И было еще несколько человек, известный скульптор чеченец, они были чеченцы, другие тем более не согласились, и даже с ними было очень тяжело. Но так мы показали этот фильм, и показали в большом зале, где заместитель префекта, который я подарил книгу, то есть я всех заместителей префекта знаю, префекта. И вот эта работа идет постоянно вот на таком уровне. И они видят то, что мы делаем. Это не как здесь дома. Здесь дома я этим не занимался бы. Там мне приходится все делать. И преподавать, и танцевать, И снимать. и бегать, и говорить, и оратор, и все, в общем. Поэтому вся нагрузка на нас, потому что люди иногда они боятся быть замеченными, вот это все, это очень тяжело. Так мы создали фильм, который многим понравился. Вот это вот такой первый фильм. В общем, ты действительно поднял вот эту тему, то, что показать стране, которая принимает беженцев, вот, показать быт, как все это происходит, как вы живете. В общем, это тоже имеет, так сказать, обратную связь, как ты сказал, как язык важный, коммуникабельность, да, друг с другом, чтобы связь иметь, чтобы понимали друг друга. И второй фильм твой – это про окружающую среду. Вот я хочу для себя, вот думаю, разные направления ты работаешь, и ты выбрал именно тематику окружающая среда. Почему именно фильм вот про окружающую среду? Честно говоря, окружающая среда меня всегда беспокоит. Всегда. Вот я когда прохожу по улице, везде, здесь, там, я всегда наблюдаю, я смотрю. Но во Франции очень большая проблема с окружающей средой, то есть с жителями, которые ее населяют. Вот, поэтому эта проблема была для меня актуальна. И как-то меня на беседу вызвал первый заместитель мэра, президент самой крупной квартирной компании, араб по происхождению, Салах.
Куса. И ответственный по кварталу главный Рафаэль тоже. И они вот объяснили: Нурбек, у нас вот такая проблема. И они знают, что я когда что-то берусь, я берусь серьезно. Они говорят: вот мы тратим столько-то денег, огромные суммы, и у нас ломают, у нас портят, у нас вот что происходит в наших кварталах. Вот такая проблема. Но я предложил тогда снять фильм. Извиняюсь, они имеют в виду квартал, то, что там спортплощадки, скамейки, все тут. Все, здание, внутри, вот это все, за что они отвечают и выделяют деньги. Вот. И я тогда отнесся к этому очень серьезно и сказал, тогда нужно снять фильм. Тем более, эта проблема, я видел все, что происходит. И я не думал, что я столько затрачу времени и столько сил. Ушло 2 года. Я много снимал фотографий, видео, очень много, до 1000. И первая часть мы трижды переделали. Этот фильм был, и первый, и второй был сделан с чеченским режиссером. Если вы меня спросите, я вам отвечу, но во избежание рекламы, я не знаю, как ваш порядок. Вот, был с чеченским режиссером сделан. Второй фильм получился очень хорошо. Но первую часть мы его трижды переделали. 30 минут. В целом он идет 1:11. Но первая часть там была такая грязь, там все, просто. И когда я им жюри показал, то есть местным властям, они говорят: Нурбек, ты что, хочешь это все выставить, что ли? То есть первую часть ты имеешь? Первую часть жюри показал. Не, я говорю, ну я собрал, естественно, я говорю, там положительное, то я говорю, нет. Мы сейчас подумаем, я говорю. Вторую часть мы сделали акции. Там я на крыше домов, там ули, прочее, там сажаем деревья, показываем. Все смешиваем. Второй раз сделали. Третий раз мы тоже окончательный вариант сделали. Я взял у мэра города, который меня знает очень хорошо с 21 года, у меня в классе была со своим коллективом. Взял тоже интервью, она к тому же эколог. Вот, взял многих представителей, занимающихся в данной области окружающей среды. Вот, много у жителей и так далее. И вот составил часть, я, конечно, много что исключил. Если бы все увидели, то вы знаете, что можно просто быть шокирован. И фильм получился. Этот фильм я показал 14 мая в этом году. В 2025 году. Очень много людей было. Огромный успех. В Страсбурге. В Страсбурге. После окончания фильма мы устроили культурную программу, вот, которую руководил Абдулла Бахаев, человек, руководитель нашего культурного клуба артистического, который готовит программы, который 25 лет в Театре народного творчества в Москве проработал. Он работает на нашу ассоциацию. В нашей ассоциации со времени ее создания. И показали программу, и танцевальные, и разные. Это мы приготовили блюда национальные. Был представитель префекта, с которым я рядом сидел, вот, который пробовал наши блюда, он всегда с нами бывает. То есть знает нашу культуру, разделяет вот такие моменты, они все уже знают. Они видят, какую мы работу проделываем. И вот такой мы фильм показали, провели вот такое мероприятие. И они просто были шокированы, что такой фильм на таком национальном масштабе. И 4 ноября его заново показали. Только уже местные власти уже у себя в зале показали этот фильм обратно. И они сказали, этот фильм достоин, чтобы его увидели. Он тоже находится на YouTube, но на французском. Там я говорю на французском, беру интервью на французском. Там все на французском, правда. Потому что, в первую очередь, это проблема, то, что касается французского города. Да, французского. Да. Но что я теперь фокусируюсь на нашей грозненской проблеме, приезжаю и вижу здесь красивые города у нас отстроили. Красивые у нас люди. У нас красивые обычаи. Просто приятно, сколько народ, вот, все вложились, сколько сделали. Но когда мы создаем дом, за ним надо ухаживать. Неухоженный дом, он всегда рушится. И если мы будем так пренебрежительными к окружающей среде, мы столкнемся с очередным кризисом, происходящим тоже
в других странах. Там огромный кризис, я не буду сейчас вдаваться в подробности. Сегодня ведь предыдущее поколение строит, а последующие должны это сохранять. С чем мы сталкиваемся сегодня? Раньше мы как говорили в советские времена, не там чисто, где убирают, а там, где не ссорят. Я считаю, что мусор это грязь. Это грязь, которая она идет изнутри. Поэтому нельзя бросать мусор, если человек он стремится к каким-то религиозным, человеческим идеалам, нравственным идеалам, он должен быть чистым. А это начинается вот с этой руки, мы берем и бросаем на землю, то есть мы ее загрязняем. И окурки, чтобы вот этот окурок, он загрязняет 500 литров воды. Вот в этом фильме мы говорим, каждый окурок, каждое наше действие, мы должны об этом думать, о последствиях. Ну да, конечно, потому что земля – это наш дом, и если мы не будем его охранять, имеется в виду очищать, допустим, там, на глобальную проблему, ну, она есть, эта глобальная проблема. Вот как ты считаешь тогда, Наурбек, один из самых главных принципов, который может повлиять на таких людей, которые там бросают мусор и так далее, как решить эту проблему? Я вот недавно обратился в группе одной, когда вот я с собой привез такое специальное приспособление для сбора бумаг, и там, где я живу, дом, мы стараемся привести в порядок. Но я обратился, что по улице везде было красиво. Как-то я помню, я ехал в Казахстане, и в Кустанайской области увидел одну деревню. Я спросил, кто здесь живет. Они сказали, здесь живут немцы. Вот немцы, французы, они ухаживают за собой. Там у них никто не бросит. А вот когда человек, он пришлый, вот как приезжает с разных стран, приезжает во Францию, в Германию и так далее, они вот засоряют, стараются. Я не говорю о всех, конечно, они засоряют. Но нельзя, чтобы мы сами были чуждыми, как пришельцы. То есть мы должны быть здесь хозяевами, а не гостями. И когда мы бросаем, то есть автоматически мы ставим в такое себя положение. Что нужно делать? Нужно в школе об этом говорить. Обязательно. Это нужно передачи вести надо. Это будет очень большая проблема для нас. Мы столкнемся с ней. Надо, чтобы дома не только родители, но объясняли детям тоже, что порядочный человек, я тоже в одной группе, что, как правило, ребенок, который загрязняет, у него плохое будущее. Он становится плохим ребенком, который потом создает проблемы для этого общества. То есть делает неуважение к обществу. А человек, который уважает общество, это уже гарантия стабильности. Когда он чисто себя ведет, он, естественно, будет хорошо общаться, хорошо вести, он ничего вредного не сделает для этого общества. Поэтому дома нужно, в школе нужно, везде нужно, передачи нужно вести. Как можно терпеть, когда целые села, я вот смотрю, прохожу по селам, мусор справа, слева выходят, энергетики, они вообще очень опасные. С машины летят, бросают, шоколады едят, бросают, чипсы, которые нельзя есть, этих тоже бросают. На самом деле еще вспомнилось то, что у нас в городе Грозный, да, стараются, вот выходят ночью, под утро даже, пожилые женщины, сурсад. Ты видишь женщины, которые возраста твоей матери, да, старше твоей матери, да, как бабушки, и они трудятся, метут весь этот город. И хотя бы, да, стыдиться вот этих, посмотреть на этих людей, подумать, субханаллах, действительно, эти люди трудятся. Я, молодой парень сегодня, да, бросаю этот мусор, и на самом деле возраста моей бабушки, да, убирают этот мусор. Неужели перед ними хотя бы мне не стыдно, чтобы вот так не поступать? Я вот вспомнил сейчас одну передачу в Париже. Показывали одну двухчасовую передачу. И они говорили, раньше такого не было. Это новое явление. Значит, выходят вот те, кто убирает мусор, в специальной одежде, функционеры, они вот собирают там мусор, и они говорят, вот река Сена, и вот по этому берегу, говорят, бутылки, грязи, все убирают, столько много. И потом они говорят, это каждый день происходит. И мы себя чувствуем рабами этих людей, говорят они. Настолько унижен их труд. Когда мы бросаем,
И здесь еще в городе, вот Сурсад, они уберут, если где-то по селам, там же нету таких работников. И когда вот это целая школа проходит по этим улицам, и каждый бросает на пол, возвращается он голодный на пол, ну, вернись себе домой, там мусор брось, ты тогда проявляешь вот эту частицу своей порядочности. Вот эту порядочность нам ее учили. Вот я, например, могу 100% уверен сказать, что, ну, извиняюсь, что вот у нас дома никогда, ни в детстве, ни сейчас, ни один маленький листик, ни один мусор не бросят на землю. Потому что с этого начинается уважение к самому себе, к твоей родине, к твоей земле, к твоему государству, ну, ко всему живому. Не будем создавать экологический кризис, он нас поглотит. Да, все опирается в воспитанность. И если правильно воспитать человека, как ты сказал, то есть сделал правильное замечание в плане того, чтобы в школе было, социальные ролики снимались, фильмы, чтобы об этой проблеме говорили. Конечно, потому что чистота и по нашей религии Конечно, это половина веры. да. Потому что когда ты чувствуешь себя чистым, это очень высокое состояние души. Но когда ты берешь и бросаешь на пол мусор, то есть ты автоматически себя ставишь в униженное положение. И то место, где ты живешь, и тех людей, кто это собирает. Возвращаясь уже к твоему переезду во Францию, я считаю, будет интереснее также вообще рассказать о самобытности Франции, вообще какая она для тебя открылась. Вот. Поехал, и что ты увидел, главное для себя? Вот Эйфелева башня, ты ее видишь вживую. Какие у тебя были ощущения? В принципе, как-то я ко всему относился спокойно. Конечно, это у нас выражение. Я тоже, вот как и ты, читал очень много французских романов, смотрел французские фильмы, очень много мы в кинотеатре. Вот, и когда мы приехали во Францию, и часто такое было выражение, что нам говорили, вот сказал Александр Дюма, что чеченцы, французы Кавказа, мы еще какую-то свою причастность, какую-то общество находили и старались находить с ними как-то вот. И когда старались находить то, что в этих фильмах, вот эти пейзажи, как бы эту историю, мы старались тоже находить. И сходство с ними тоже искали. Французы, они как чеченцы тоже такой свободный народ, поэтому же у них и девиз свобода, равенство и братство. Это очень сильные слова, да. Это на этом девизе основана их республика. Подход их вот этого баланса основан, чтобы люди могли достойно жить в их стране. То есть все, которые пребывают. И когда Александр Дюма приехал сюда на Кавказ и увидел чеченцев и дружил с ними, и он сказал, что назвал их французами Кавказа, тоже похожими на них, такими свободолюбивыми. Да. Вот. И ты меня спросил, что видел ли я. Да, я видел, я был в Лувре, был в разных исторических местах, Нью-Йорк просмотрел, ну, я жил в Париже, да. Но все это было бегом, честно говоря, потому что у нас были свои проблемы постоянные. Мы только через год получили бумаги. Вот, и можно сказать, что я практически не путешествовал по Франции. Я жил в 4 городах. 4 это Страсбург. Но посвятил большей частью себя работе. Я очень много работал. И часто слышу, что люди вот на море, даже ни разу я ни на море не был, нигде не был. Но если у меня была такая возможность, я приезжал сюда. Но тем не менее, видел, конечно, жил в одном из красивейших городов Франции, Лонг называется. Там, где 3 озера, крепость, высокий красивый город. У нас была очень большая квартира. Я оттуда уехал, маленький город, мне нужно было развиваться, двигаться вперед. Я хотел работать в Совете Европы, поэтому в Страсбург уехал. А это было очень тяжело туда пробиться. Но в Страсбурге вот Европарламент есть, какие-то есть достопримечательности. Вот так, по большому счету, вот этого всего культурного многообразия, я исторического многообразия не смог увидеть. Но
ощутить на себе, да, конечно, смог через познание вот этим французским языком всей этой культуры, этого языка, этой страны. Да, за 24 года это достаточно для этого. Ну, ребят, тогда по традиции нашего подкаста мы, когда к нам приходят герои, да, наших передач, на подкастов, мы делаем акцент на то, что каждый человек, мы задаем такой вопрос, твой совет, твое обращение подрастающему поколению и в общем нашим людям. Вот, ну, ребят, какое обращение ты бы хотел сделать общим к нашим людям? Я неоднократно давал интервью и всегда защищал наш народ, давал различным изданиям, западным и российским, и всегда говорил о своем народе как о сильном народе. Наш народ, который выдержал очень много страданий, несгибаемый, сильный, предприимчивый, волевой народ. И наши предки это показали. Но есть часть людей, которые ответственны за этот народ. Но далеко не все. Это часто отмечают ученые, писатели. И мой призыв был бы такой. Я раньше всегда об этом думал. Я когда в детстве сам формировался, я для себя решил эту задачу. Кем я буду? Созидателем или разрушителем? Я сказал себе, я буду созидателем. И в то же время я решил проблему, вот эту надпроблему, которая существует между людьми. Потому что люди разной национальности очень предвзято относятся друг к другу. Эту проблему я уже тогда решил. Я трижды прочитал Коран на русском языке, трижды прочитал Библию, прочитал другие источники. Вот как ты говоришь, я очень много читал. И у меня отец тоже был преподаватель. И я себе сказал, что я должен быть человеком мира, человеком созидания. Уже в детстве я сказал. И когда вот на последнее мое интервью во Франции, я тоже ответил на этот вопрос. Я человек мира. Поэтому я призываю всех, кто здесь проживает, быть людьми, которые вот это несут в себе мир, вот это несут в себе созидание, уважение фундаментальных ценностей не только внутри нашего общества, но и за пределами везде, где бы вы ни были, показывали пример, что настоящий чеченец и настоящая чеченка – это очень высокая ответственность. Ими быть очень нелегко. Поэтому нужно это формировать с детства, это нужно формировать в семье. Сегодня у нас есть эти все условия. Нам созданы все условия для вероисповедания, наших обычаев. Никто нам не мешает этого делать. Поэтому нужно развиваться. Первое нужно развиваться. Нужно распространяться в хорошем смысле. То есть мы и так распространяемся территориально, если в Европе, в России. Распространяться, то есть и показывать хороший пример. Ну и третье я бы сказал бы так, не хочу говорить как прямо, но нужно, чтобы нас много было. Да, я понял. Чтобы нас много было, и чтобы нас много было правильных, хороших, образцовых и сильных людей. Поэтому отношение к семье, за пределами семьи, отношение к старшему, отношение к женщине, отношение к животному, отношение к ребенку, отношение к земле, к экологии. Все это важно. Это не пустые слова. Если нужно формировать себя с детства, вот к чему бы я призывал бы. Если вы покидаете свою родину, раз так суждено, то готовьте себя заранее. То есть за пределами своей родины вы представляете свой народ. И как о вас скажут, так и будут вас уважать, и наш народ. Поэтому я вот всегда, где бы ни уезжал, учился я в Москве в аспирантуре,
был во многих странах. И я всегда старался оставить о себе хорошее мнение. И очень всегда относился и помогал разным людям, и по сегодняшнему день помогаю. Потому что когда человек теряет человечность, какой бы он ни был религии, тогда это уже не человек. И если он еще, как говорится, с ненавистью это делает, или с непризнанием это делает, или с презрением это делает, это нас ведет в пропасть. Нужно уважать свой народ, но я думаю, что патриотизм – это тоже уважение к другим. Это не только уважение внутри себя. Это нужно достойное лицо показать. Вот я пока призываю тех, кто живет здесь и покидает свою страну, и выезжает за пределы и остаются там, чтобы они же остаются, они не возвращаются большей частью, чтобы они показывали достойное лицо своего народа, и свое лицо, и своей семьи. Я очень много работаю с людьми, очень много работаю. И я, в принципе, вдоль и поперек, вертикально, горизонтально понимаю проблемы людей, и вижу их проблемы, и они связаны с отсутствием формирования вот этой своей базовой основы. Нельзя делать так, например, я всегда говорю, я человек долга, я не человек желаний, я не говорю, я хочу, я убираю, я говорю, я должен. Всегда мы, где бы ни были, я должен, и идти нужно всегда вперед, и не сдаваться. Если вы находитесь за пределами, вам нужно в 10 раз больше усилий приложить, чем вы у себя дома. Дома вы защищены. Но что ваше окружение, у вас свой дом. За пределами вы уже чужаки. И чтобы они почувствовали вас своими, вы должны показать свое человеческое лицо, что вы настоящий человек, а к тому же настоящий чеченец или настоящая чеченка. Я себя называю патриотом. Я говорю, я люблю свою землю, я люблю свой язык, я люблю свою родину. Я люблю даже свою грязь, которую вот хуатбой, даже свою грязь я люблю. Я говорю, это потому что это мое. И я никогда, когда за пределами, я никогда не критикую никого. Никогда не критикую. Я об этом не говорю. То есть я свободный человек. Я свободный. Здесь, там, в любой стране мира, куда я не приезжаю, я стараюсь уважать. И они уважают меня. Я стараюсь их больше уважать. Они стараются еще больше меня уважать. Вот этот принцип, я не знаю, надеюсь, я думаю, можно понять из этих слов, что я хочу сказать. Я надеюсь, люди для себя сделают выводы, также извлекут для себя пользу. Действительно, в этом посыле есть огромные, так сказать, промежутки, которые ты можешь сделать вырезки и просто впустить, как говорится в народе, шортс, там, YouTube, делать нарезки, чтобы человек действительно для себя извлек пользу. Наурбек, тогда переходим уже к блиц-опросу. И на этом, я думаю, сегодня мы завершим нашу передачу. Я благодарю тебя за то, что ты пришел, поделился своим опытом, рассказал некоторую часть своей жизни, рассказал о своих работах. И также снова благодарю тебя за то, что ты помогал нашим землякам, да и другим людям тоже, обосноваться во Франции и решить их некоторые проблемы. Да воздаст тебе Аллах благом. Спасибо тебе, Ахмад, за то, что ты предоставил такую возможность высказаться, обратиться к людям тоже, и чтобы они могли тоже ознакомиться с моей такой небольшой, незначительной деятельностью, которую я провожу во Франции, чтобы они могли понять, допустим, если они посчитают нужным в один день, если они уедут, покинут свою родину. Баракалам, на самом деле ты делаешь огромную работу. Я понимаю, ты из-за скромности это говоришь, но ты делаешь огромную работу для того, чтобы люди узнали, как надо,
обосноваться там, чтобы людям помогать, и что ты действительно показал вот фильм, который, да, «Интеграция чеченцев во Францию», показал, что мы люди, которые хотят мира, люди, которые на самом деле будут вам полезны в плане того, что мы будем быть послушными гражданами, да, и, в общем, ты показал, что ты готов помочь, и ты помогаешь людям, которые нуждаются в этом. Это, конечно же, это непростая работа, это огромная работа, и вызывает уважение. В продолжение вот этого наставления, можно сказать, или совета, я думал сегодня, вот по приходу на эту передачу, скажу, что вот вырастить благородную культуру тяжело, и для нее нужно затрачивать время. Нужно ее поливать, надо очищать, надо внимательно за ней следить. Вот. Это все равно вот что, как вот сорняк везде растет. Вот так же и человек. Если человека мы воспитываем, его учим правильным вещам, фундаментальным ценностям, мы его отношение к природе, ко всему, уважение, тогда из него вырастает культурный, правильный, честный, порядочный человек. Если вот сорняк, он везде растет. Конечно, я это не в плохом смысле хочу объяснить, просто хочу, чтобы молодые люди себя уберегали, чтобы были сорняками, чтобы они учились, чтобы развивались, складывались, были амбициозными. Сегодня все возможности есть, которых у нас не было. Нужно быть, в кавычках, немножко голодным, чтобы вцепиться в знания. И сегодня это не время размахивания шашек. Это не 19 век, это 21. Сегодня надо учиться надо. Изучать нужно языки, надо программы изучать. Нужно разные науки развивать. Нужно за все цепляться. Нельзя просто прожигать свою жизнь. Я хочу обратиться вот к молодежи, чтобы они учились и постоянно учились. И чтобы достигали высот, которые они могли быть полезными здесь, за пределами, где бы они ни были. Это очень важно. Наука, учеба, образование, воспитание. Конечно, потому что это развивает страну, где ты живешь, развивает тебя. Нам нужны врачи, нам нужны ученые, нам нужны экономисты, нам нужны люди, носители языков, чтобы, например, тот же носитель языка, как ты, сегодня я могу к тебе обратиться, сказать, вот я познакомился с немцем, у меня там на уровне государственного вопрос решается, я не могу с ним нормально изъясниться, ты можешь мне помочь, понимаешь? Конечно, такие люди нужны, ты абсолютно прав в этом направлении. Итак, блиц-опрос. Тут будет много насчет Франции или французского. Первое французское слово, которое ты выучил. Merci beaucoup. В переводе спасибо. Да, большое спасибо. Большое спасибо. Любимое французское выражение. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Одна ласточка не делает весны. Книга или фильм? Что лучше для изучения языка? И книга, и фильм. Любимый французский автор. Есть несколько. Назову Стендаля, Бальзак. Самый полезный совет для изучающих французский язык. Изучать с первого дня и по моей книге. Хорошая реклама. Вот, это качество успешного человека. Это может быть от родителей, это может быть от друга. Лучший совет, который ты получал. Это было от моей бабушки. От бабушки по отцу. Она была как спартанец. Она меня научила очень многому. И я вот, в принципе, живу по ее режиму, по ее подобию, по той схеме, примерно, скажем, которая сфокусирована уже в мою жизнь. Вот как она учила вставать, думать, общаться, кушать, двигаться, уважать и так далее. И последний вопрос, блиц-опроса. Твоя самая заветная мечта, которая не сбылась, но тебе очень хочется. Я бы хотел, чтобы мы в нашей республике, чтобы жители всей нашей республики
жили хорошо, жили в мире с самим собой, в мире с другими людьми, чтобы мы были на праведном пути. Ведь конечный смысл нашего существования в этом, чтобы мы понимали себя, обрели себя. Поэтому я не сказал бы о своей личной мечте, я сказал бы о мечте, которая касается всех нас, проживающих здесь, чтобы мой народ, моя страна жили хорошо, счастливо жили, без войн жили, развивались, строились, преподавали, выезжали за пределы, учились, возвращались, чтобы были хорошие дороги, чтобы все было у нас хорошо, чтобы и наши дети потом могли также продолжать такую же жизнь. Хорошую, правильную, стабильную. Вот это главная мечта у меня. Которую мы в детстве, мы росли, когда у нас, мы знаем, как у нас были проблемы, у нас было другое детство. Сегодня люди живут по-другому, и чтобы дальнейшие поколения жили хорошо и еще лучше.